23 февраля 1944 года весь чеченский и ингушский народы, включая женщин, детей и стариков поголовно, по ложным, сфальсифицированным и безосновательным обвинениям были высланы в морозные степи Казахстана, где погибло от голода, холода и болезней около половины от общей численности ингушей и чеченцев. На опустевшей от войнах в землях, все те, кто укрылся от ссылки, независимо от пола и возраста, автоматически становились политбандитами и подлежали расстрелу на месте. Доведенные до отчаяния люди, умудрившиеся скрыться от выселения, брались за оружие и мстили чекистам, которые обнаруживали и убивали еще оставшихся на родине чеченцев и ингушей. Одним из наиболее организованных, державших в страхе около 10 лет карателей из НКВД, был отряд народных мстителей, которым руководил Ахмед Хучбаров. Далее будут приведены сведения о жизни и подвигах отважного ингушского абрека-мстителя Ахмеда Хучбарова. Бесстрашный абрек-мститель Ахмед Хучбаров, в силу вынужденных обстоятельств, стал на тропу мщения. Он мстил преступной сталинской власти, сначала за массовые репрессии и раскулачивания, и затем его мстительная дерзость усилилась после того, как в 1944 году опустела его родина от народа, проживавшего здесь тысячелетиями. Он ставил борьбу за справедливость выше своей жизни, наводил страх и ужас на карателей НКВД, убивавших его народ. Родился Ахмед Хучбаров в высокогорном селе Гулии, Галашкинского района Ингушетии в 1894 году, в большой крестьянской семье. Он был вторым из 12 детей, 6 братьев и 5 сестер его до конца своих дней, кто раньше, кто позже, познали тяжкую участь членов семьи бандита, предателя и врага народа. В 1929 году Ахмед Хучбаров, живший к этому времени в селе Ангушт, оказался в эпицентре тотального раскулачивания. Его лошадь экспроприировали в пользу районного ГПУ. Бытовая распря в семье, ссора между Ахмедом и его женой из фамилии Таршхуаевых, переросла в ожесточенную личную борьбу, месть против начавшейся тогда в Ингушетии кампании по вовлечению женщин-горянок в строительство коммунизма. Жену Хучбарова уговорил и определил во Владикавказскую совпартшколу ее двоюродный брат, с которым будущий абрек-повстанец жестоко поссорился, применив оружие при выяснении отношений. Ахмед ранил родственника жены в ногу и вынужден был уйти в бега. Советский суд, безусловно, приговорил бы несознательного будущего абрека к высшей мере. Хучбаров не захотел стать жертвой новой социальной реальности, насаждаемой путем слома и фактического уничтожения традиционного образа и уклада жизни ингушей, мертвой хваткой втаскиваемых в коммунистический Эдем. Семья распалась, как тысячи других, с корнем вырванных государственным террором из органичной почвы национальных традиционных ценностей. Формально, Ахмед Хучбаров ушел в вечные бега, скрываясь от советского правосудия, а по существу, он, как и многие другие горцы, не захотел жить по новым законам и государственной системе. Уход его в 1929 году в абреке был прежде всего самозащитой от правосудной машины, а затем осознанным, питаемым личным драматическим опытом, последовательным сопротивлением политике и практике бесчеловечного социального эксперимента конца 20-х, начала 30-х годов на Северном Кавказе. Тогда царил властный произвол, жестокие массовые преступления против людей, имеющих неэффективные возможности защиты и сопротивления. Ахмед Хучбаров, восставший против личностного насилия, эволюционировал в идейного врага партийно-чекистской власти и эффективно боролся целых 15 лет до депортации ингушей и еще 11 лет после нее со сталинским режимом в горах Северного Кавказа в самый осатанелый его период. Ахмед Хучбаров и другие бойцы осуществляли вооруженное сопротивление как регулярную войну, имевшую собственную тактику и стратегию, грамотно использовали естественные природные условия территорий Ингушетии и прилегающих к ней районов со стратегическими задачами конкретных военных операций. Грамотной была и национальная политика. В разное время в отряде Хучбарова находились, помимо ингушей, чеченцы, дагестанцы, русские, грузины, осетины и другие. Это говорит о здравомыслии повстанцев и политически верном подходе к делу общей борьбы против режима. Отряд Хучбарова был подчинен жесткой дисциплине и порядку,
иначе он не мог бы существовать столь долго и эффективно. Схроны, склады, базы с боеприпасами, пищей, собственными пошивочными мастерскими, располагались во многих стратегических пунктах, которые находились в горах Ингушетии, Хевсуретии, Чечни. За все свое время исполнения долга по установлению справедливости, отважный Абрек был неуловим для спецслужб. В 30-е годы, вооруженная борьба Хучбарова была регулярной войной на изнурение с Советами, как безбожной, бесчеловечной и противоестественной системой. Эта борьба еще не была освободительной, абсолютно бескомпромиссной войной на уничтожение, какой она стала в 40-е годы, особенно после депортации ингушей в 1944 году. 22 августа 1942 года 29-й топографический отряд Закавказского фронта в преддверии депортации ингушей осуществлял рекогносцировку местности в районе сел Гули и Ляжди, Галашкинского района. Отряд попал в засаду, которой руководил Хучбаров. Офицеры и несколько солдат, фотографов в количестве 7 человек были убиты. И вот, руководство СССР, используя надуманные обвинения в качестве оправдания своих преступных антигуманных действий, осуществляет дьявольские планы по лишению родины и депортации в морозные казахстанские степи всего чеченского и ингушского народов 23 февраля 1944 года. После этого беспрецедентного злодеяния многие повстанцы и абрейки сумели так или иначе остаться на родине. Когда весь народ был обречен на гибель в невыносимых даже для выживания условиях, в это время в горах расформированной Чечено-Ингушетии усиливается вооруженное противостояние абреков-мстителей с чекистами из числа карателей НКВД. Повстанческие группы образовали в основном те, кто в день выселения по разным причинам не был застигнут карателями НКВД. Люди, объединенные общей бедой, встали на путь отомщения. Так, в местном клубе в селении Галашки, офицеры НКВД, отмечая успешное выселение ингушей, устроили праздничное мероприятие. В это время несколько вооруженных людей ворвались в зал и расстреляли весь президиум. В ходе еще одного нападения партизанами был уничтожен отряд военнослужащих численностью до 30 человек. Благодаря действиям отряда Ахмеда Хучбарова, было остановлено уничтожение древних башен в горах Ингушетии. Хучбаров ввел прицельную войну на поражение именно со специальными частями НКВД, которые зачищали Горы и Ингушетии от антисоветского элемента, к которым относились не только восставшие повстанцы, но и оставшиеся в горах после депортации народа простые люди. Хучбаров Ахмед со своими единомышленниками специально выслеживал сотрудников органов НКВД и принимал меры по их устранению. 9 июня 1944 года, у села Мелери Хамхинского сельсовета, отряд Хучбарова уничтожил опергруппу НКВД под руководством лейтенанта Гуолика, зачищавшую от остававшихся в горах войнахов, уклонившихся от выселения. Выполнение задания группы Гуолика заключалось в убийстве старика Бычалова Абукара Хуниевича и его малолетнего сына. Их отрезанные головы чекисты забрали с собой для отчетности в конторе. Хучбаров с товарищами расстрелял военных преступников и, приложив головы к обезображенным трупам отца и сына, похоронил их, согласно мусульманскому ритуалу. Бойцы Хучбарова продолжали истреблять оперуполномоченных карателей госбезопасности. 6 июня 1946 года у ингушского села Хамхи была уничтожена опергруппа из 5 человек, шедшая из Казбекского района по заданию партийных и советских органов. На территории Ахмедского района Грузии отряд Хучбарова ликвидировал сотрудников районного отдела внутренних дел. В горах Хевсуретии сотрудников и осведомителей госбезопасности. В мае 1947 года бойцы Хучбарова в Душетском районе Грузии уничтожили группу работников милиции и их пособников. В 1948 году в пригородном районе отряд Хучбарова попадает в засаду, устроенную большим отрядом НКВД. Партизанам с боем удалось вырваться из окружения, но в бою героически погиб всеобщий любимец и бесстрашный воин, двоюродный брат Ахмеда, Салтмурат. Он умер, успев прочитать предсмертную молитву, Ясин, которую знал наизусть. Каратели отрезали и унесли голову Салтмурада.
В результате смелых рейдов в горах Ахмедского и Ахалхевского районов Грузии, народные мстители уничтожили карательный отряд НКВД из 23 человек и опергруппу из 5 человек. Борьба отряда Хучбарова с карательной системой СССР была, по существу, продолжением войны органов госбезопасности с повстанческим движением. С 1944 по 1953 год бойцами Хучбарова было проведено около 30 операций против карателей из войск НКВД и НКБЭК. Лично Ахмедом Хучбаровым за эти годы уничтожено не менее 100 оперативников спецслужб. Целых 2 года, с 1953 по 1955, под руководством КГБ СССР в МВД Грузии разрабатывалась спецоперация по ликвидации социально опасной уголовной и политической банды Ахмеда Хучбарова. В сентябре 1954 года в Тбилиси под руководством министра внутренних дел Грузии Инаори, ставшего после этой операции председателем КГБ Грузии, был утвержден план мероприятий по ликвидации отряда Хучбарова. Из казахстанской тюрьмы и в 1953 году был привезен соответственно обработанный органами родственник Ахмеда, Абубакар Хучбаров, который целый год вел переговоры с Ахмедом о сдаче. Это были весьма тяжкие переговоры, долго не дававшие результата ликвидаторам. Лишь в январе 1955 года, через Абубакара неуловимый Абрек согласился на встречу с чекистом и тем самым дал вовлечь себя в коварную игру по собственной нейтрализации, сначала ареста, а затем расстрела. Целый год шло следствие. На суд, который состоялся в 1956 году в Тбилиси, из Казахстана было привезено более 30 ингушей. За диверсионную деятельность Ахмед Хучбаров, согласно статьям военного трибунала Закавказского военного округа, за которую он и был расстрелян по приговору. Вот так и завершился достойный боевой путь Ахмеда Хучбарова, отважного человека чести и достоинства, который достойно принял вызов бороться против притесняемой советской системы. Он умер, доблестно исполнив свое обреческое предназначение. Ахмед Хучбаров, горец-крестьянин и правоверный мусульманин, утвердил данное Богом безусловное право личности на самоотверженную защиту человеческого и национального достоинства, которое обязывает бороться за свободу своей единственной родины. Далее будут приведены свидетельства и рассказы людей, которые были знакомы с этой незаурядной и неустрашимой личностью. Свидетельство Ахмадова Тагира, жителя Серноводска. Я хорошо знал Ахмеда Хучбарова. Мы много раз встречались, бывали вместе. Был он исключительно порядочным, совестливым человеком, не способным совершить бесчестный поступок. Человек, беспредельно мужественный, он никогда не терялся. За неделю до убийства Хасана Исраилова, Ахмед был у нас в гостях. Ахмед и Хасан были побратимами, скрепившие братство клятвой на Коране. Убили Хасана Исраилова свои же чеченцы. НКВД обещал нескольким находившимся в грозненской тюрьме чеченцам свободу, возвращение семей из ссылки и разрешение поселиться в Грузии, если они убьют Исраилова. Никогда, ни при каких обстоятельствах Ахмед не расставался с оружием. С ним всегда были вместе его двоюродный брат Салтмурат и Пайзула, юноша Акинице. Как брата, любили и всячески оберегали Хучбаровы Пайзулу. Салтмурат был красивым парнем с ясным, чистым лицом. Погиб он, подорвавшись на мине. После его смерти Ахмед ходил как помешанный. Совершенно не избегал опасности. Мне казалось, что он ищет смерти. И еще мне Салтмурат запомнился веселым, жизнерадостным человеком. Он знал наизусть ясен многие суры Корана. Его смерть была большой потерей для всех нас. Помню рассказ Салтмурада о том, как они втроем уничтожали группу солдат внутренних войск, которые везли с собой отрезанные головы убитых ими ингушей, в том числе и голову маленького мальчика. Для этого абрекам пришлось совершить очень тяжелый переход, устроить засаду так, чтобы не дать никому из палачей уйти живым. Мстители вернулись с головами к месту убийства, приложили их к телам, похоронили. Должен сказать, что в своей жизни не видел более ужасной картины, чем человеческий труп без головы. Из всех моих братьев по несчастью в живых, насколько я знаю, остался только Саид Хажаев. Ахмед Хучбаров, Саид Хажаев, Пайзула, Чока Хажаев и Хасан, фамилию не помню, зимовали вместе. Весной их убежище обнаружили.
Они как раз собирались уходить вперед, чтобы подготовить новое место. Ушли Магомед, сын Хасана, и Чока Хожаев. Ахмед в нижнем белье вышел для омовения, чтобы совершить намаз. В это время из засады раздались выстрелы. К счастью, его не задело. Он бросился в шалаш, схватил оружие и вступил в бой. В первые же минуты НКВДшники убили Пайзулу. Сейд вылез с задней стороны шалаша, залег в небольшой канаве и начал отстреливаться. Ахмед дрался до последнего патрона, затем крикнул: «Сейд, у меня кончились патроны! Прикрой меня!» Сейд открыл частый огонь. Ахмед побежал босиком по снегу. Товарищам Ахмед сообщил, что Пайзула и Сейд убиты, но оказалось, что Сейд сумел, отстреливаясь, оторваться от растерявшихся биерьевских вояк и соединиться со своими. И так день за днем, кровь, горе, гибель друзей. Дорого платили биерьевские палачи за жизнь каждого из нас. Неотмщенным не погиб никто. Свидетельство Тамасханова Хаматхана Мухтааровича, 1940 года рождения, родного племянника Ахмеда Хучбарова. Ахмед Хучбаров постоянно был окружен людьми органов госбезопасности. Они, как псы, шли по его следам днем и ночью. В 1935 году, поверив обещаниям не трогать его и родных, он даже хотел вернуться в Ангушт. Но Ахмеда обманули, и до 1955 года он больше не верил НКВД. Я знаю, что в 1957 году в Казахстане родной брат Ахмеда получил одно письмо из Баку, в котором говорилось, что в бакинской городской тюрьме во втором корпусе находился Хучбаров. В 1966 году я ездил в Казбеги, где жил Шадури, и говорил с ним. Я также ездил в Тбилиси, где разговаривал с Ривазом, автозаправщиком. По их рассказам я знаю, что Ахмед и его двоюродный брат Абубакар Хучбаров, сын родного дяди Пацеи, сами после переговоров приехали в 1955 году на правительственную дачу в окружении чекистов. Они жили на этой даче 2 недели, потом их отпустили, а на автозаправке арестовали. Выманили, потом начали ломать и увезли. В 1996 году в Охотском ущелье я разговаривал со многими хивсурами, которые дружили с Ахмедом, охраняли его и помогали чем могли. Они рассказали мне, что у Ахмеда и его людей были свои настоящие базы в Панкисском и Охотском ущельях с мастерскими, скотом, запасами кукурузы и так далее. Хивсурка по фамилии Барчашвили среди тех, кто рассказывал об этом. У Ахмеда в отряде было 14 человек. 8 человек ушли из отряда до ареста Ахмеда. Они, хивсуры, сказали мне, что предали Ахмеда, ингуши, его предал Абубакар Хучбаров. В Бартабосе, в Казбеге, в каждом доме, где так или иначе жил или находился НКВДист, Ахмед кого-то убил. Особенно он их жестоко карал после 1944 года. На этот суд свезли 33-35 человек ингушей. Эти ингуши рассказывали, что на суде его держали в особой клетке. Ахмед обратился на родном языке к ингушам, сказав, чтобы они не теряли достоинства.